Многочисленные предания, дошедшие до наших дней, гласят о неимоверной щедрости и благодатности земель Очулуки. Раньше здесь был пустырь, и сюда привозили в наказание. Спустя десятилетия ситуация в Нижних Очулуках значительно поменялась. На этих землях стали заселяться люди, и сегодня в селе нет свободной площади или неиспользуемой территории. مش بس ده اشتغلت ده حتى باج يوش تيوقع عن حسب يعني صوم ده بوش جانش هم يوهي ترك عادلا ترتسات كده عادلا ديار ترك الخن شوفسكي دلين أرشات يعني ده أخي شاب وزنخ. Долгие годы жители Нижних Очулуков ждали строительства единственного на территории детского сада. Сегодня объект полностью готов к функционированию. Здесь все разложено по полочкам, не хватает только детей. Есть ряд причин, вследствие которых детское учреждение не может начать работу. По словам заведующей, ждать осталось совсем немного. Наш детский сад построен в 2018 году, а мы открылись в 2019 году. В апреле мы открылись этого года. Жители села и многие люди не с терпением ждут открытия нашего детского сада, потому что многие дети сидят и дома. У нас в селе построен первый детский сад. Мы ждем функционирования. Сад построен на 220 мест. Мы ждем лицензию образовательную деятельность. В связи с задержкой некоторых документов, но мы надеемся, что в январе мы откроемся. Жители села чуть ли не каждый день приходят сюда в надежде на то, что с открытием садика появятся и рабочие места. Мы очень довольны, что в нашем селе открыли новый детский садик. Как вы видите, садик очень красивый, площадка, все обустроено так, как надо. Вот мы, родители этих детей, очень надеемся, что откроет этот садик. В 2017 году в селе на месте старой школы открыли современное общеобразовательное учреждение. Учебное заведение рассчитано на 540 мест. Обучаются более 700 учеников. Но это только с этого села. Уже несколько месяцев в стенах школы обучаются и школьники из Средних Очулуков. Полностью оборудованы все кабинеты у нас. Спортзал есть, актовый зал свой есть уже. Раньше мечтали, столовая есть на 180 мест. Так, сколько смен вы занимаетесь? Мы занимаемся только в одну смену. Из-за того, что нам пришлось в этом году уступить или подарить, мы соседям предоставили возможность Средних Очулуков, школы номер 15, им начали строительство новой школы. Из-за этого им пришлось переехать к нам. Во второй смене они у нас занимаются. Сегодня в школе своего рода праздник. На нужды общеобразовательного учреждения выделили 2 газели. Торжественное вручение в городе Магаз состоялось. Мы уже, наши водители, приехали. Праздник, как бы уже 2 газели помимо добавок получили. И сейчас спокойно можем подводить наши учащиеся. 8 километров от школы живут наши некоторые учащиеся. Это же уже расстояние огромное же. Помимо образовательной системы, в школе на хорошем уровне проводятся и досуговые познавательные мероприятия. Работают кружки по кулинарии, швейному мастерству, шахматный и кружок технологии. В каждом кружковом классе есть все необходимые для занятий условия. Не считая швейных машинок, здесь предусмотрели даже гладильную доску с утюгом. Мы тут записываем теорию, потом учимся на практике. Я уже сделала юбку, футболку. Я считаю, что это полезно для каждой девочки. В Доме культуры занимается и хореографический ансамбль «Онгушт». Ребята – победители республиканских, северокавказских и всероссийских конкурсов и фестивалей. Летом танцоры приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Огни Кавказа», где заняли гран-при и 2 первых места. Недавно выступали в Пятигорске в 2 отборочных турах – чемпионате России по кавказским танцам и отборочном туре в области исполнительного искусства, где и стали чемпионами, лауреатами 1-й степени чемпионата России по кавказским танцам.
А в этом месяце ансамбль едет на финальный тур в город Сочи, где пройдут 2 отборочных тура – «Имена России» и ежегодная международная премия Art Open World. Если ансамбль пройдет оба тура, то они войдут в список коллективов, которые будут вызваны на Олимпийские игры, которые в этом году должны пройти в Токио. Зухра Дугиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.